Здравствуйте, друзья! Сегодня вы с помощью кинооператора Мурада Газиева побываете в Улуби-ауле и в селении Гели. Оба эти села расположены в предгорной зоне Дагестана фактически. И, может быть, даже поэтому у них очень интересная история. Но об этом расскажут вам гиды. И сейчас мы предлагаем отправиться вместе с ними в их села. Историческое название нашего села – Буйнак. Происхождение названия села красноречиво описал в своей повести Амалатбек Александр Бестужев-Марлинский. Память о своем земляке Улубе Буйнакском. Буйнакцы переименовали потом село Улуби-аул. Глубь веков уходит история нашего села. На территории нашего села находилось древнее рабовладельческое государство Варачан, местное название – Уртеки. С проникновением в IV веке гуннов в прикаспийскую низменность Уртеки потом становятся столицей государства гуннов. Особенно богат историческими событиями наше село в поздний средневековый период. В начале XVI века, после распада Великого Шамхайства, в нашем селе образовалось Буйнакское Крым-Шамхайство. Звание правитель Буйнака представлялось старшему в роде после Шамхала. Он являлся Крым-Шамхалом, наследником титула и его власти. О величии рода Крым-Шамхала говорят и надгробные плиты на могилах в Верхнем кладбище. Через территорию нашего села проходил Великий Шелковый путь. В нашем селе побывали великие и знаменитые люди прошлого. В период Каспийского похода по пути следования из Тарка в Дербент Петра I и его свиту встречает правитель Буйнака Муртазали и приглашает Петра Великого. А в конце 1858 года Дагестан посетили авторы «Трех мушкетеров» Александр Дюма, отец, и французский живописец Мойне. Знакомый гостей с достопримечательностями Дагестана, племянник Петра Багратиона, Иван Багратион, приглашает их в Буйнак погостить. В недалеком прошлом территории селения Каранаяул, города Избербаша, а также уникальное творение природы Пушкинтау, который напоминает нам профиль человеческой головы, тоже входили во владение нашего села. В этом профиле мы узнаем великого гения России Александра Сергеевича Пушкина. Некоторое время в нашем селе жил высланный царизмом на Кавказ и декабрист Александр Бестужев-Марлинский, автор повести Амалатбек. Это благодаря ему мы узнаем многое из истории, нравов и обычаев наших предков-буйнакцев. Как описывает Бестужев-Марлинский, в нашем селе проходили знаменитые джигитовки в Дагестане. Мы гордимся и чтим память нашего земляка, славного сына дагестанского народа Улубия Данияловича Буйнакского. Чтобы увековечить память об Улубии, сельчане переименовали село в Улуби-аул, поставили ему памятник, открыли музей Улубия Данияловича Буйнакского. Около 200 улубиаульцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Из них 77 не вернулись с полей сражений. Мы гордимся своим героем, полным кавалером орденов славы трех степеней Ширавом Абдурахманом Ширавовичем. Сельчане поставили мемориал памяти невернувшимся в Великой Отечественной войне. Своим ратным трудом улубиаульцы неузнаваемо изменили облик своего села. За высокие достижения Мирзаева Зарю была удостоена звания Героя социалистического труда. С 1986 года все улубиаульские дети учатся в новой трехэтажной школе. Мы гордимся, улубиаульцы чтят память воина-интернационалиста Качакаева Абдулмумина, который награжден орденом Красной Звезды. Мы гордимся и нашей маленькой Зухайрат, которая заняла первое место в Египте по чтению Корана наизусть. Мы наследники, верные традиции своих отцов и дедов. Будем изучать и уважать прошлое своего народа, бережно хранить и приумножать культурное наследие наших предков. А теперь мы приглашаем вас послушать на кумыкском языке прибаутки, дразнилки, считалки и даже небольшие песенки. Их с большим старанием и выдумкой исполнят самые маленькие жители этих сел.
Они очень хотели, чтобы вам, когда вы их смотрите, было весело. Kızım kızım kızar var, halva tepsi bozar var. Halva gelsin kızıma, balta bulan oyarday. Aşap aşap doyarday. Meni kızım ağına, hamar çalar tağına. Tavlanı tuman alsın, başmağını çanına. Hay hay balam, uhaylar eti koy balam. Oynamaga bar balam, oynap gelgin apağam. Yal yapılsın arbana, anan süyünsün sırğa. Oynama bargin kırğa, aban girsin uyuğe. Kuyruk ilsin çuyuğe. Bal döksün tuluğuna, baytal soysun toyuna. Bağ verirken, bağın içine kav verirken, kavun içine ördek verirken. Bu tutkan, bu yukkan, bu pişirgen, bu düşürgen, bu hamhamla aşağı gitti sana taydırır. Pırrrr ötkekke. Gün çık, arı kızın alıp çık, eşi kızın eşik artta koyup çık. Yavlu kalaç vereyim, kuy, koymak kalaç vereyim. Yav, kuy. Mağa gelme şeytan var, şeytanlık malı var. Şeytan sağa aş verir, başına vurma taş verir. Birem ekem. Kırkı lavuş kırkma çabak dedim çapkın kalak dedim kaşka duvan dedim dulu malik dedim malik ağaç dedim altın kutuk dedim kurman tayak dedim tağıra göz hapul çıksın bu til. Mişik mav. Bağda hıyar kişi mav. Almaçığım aldılar. Alı bitka berdiler. İtte garen kırılsın. Karan koyun sırılsın. Herkes kazanda kayna. Umar tepede oyna. Karganın kanatları. Sağız kanlı buğları. Bir de kalma kırılsın. Bağının itleri. В настоящее время мы находимся в одном из старинных домов, в доме Умава Мухтарева. Постройке жилого дома придавалось большое значение. У нас в основном строили двухэтажные дома. Это было связано с размером участка усадьбы. Каждая комната имела свое назначение. Например, кухня, аш-уй, кунаска, конак-уй в особом убранстве. Еще комната для хранения продуктов ич-уй. В первом этаже были сараи для содержания скота, соломы и других домашних утварей. Во дворе были навесы, готерме или пур. В нашем селе издревле занимались земледелием, виноградовством, скотоводством, рыболовством. Развитие ремесла было связано с сельским хозяйством. Было распространено развитие ремесла по орудию труда, транспорта, повозок, по кумыске агач арба. Кроме кумысской арбы было распространено ремесло по изготовлению одежды, головных уборов, обуви. Ремесло, о котором у нас сегодня пойдет речь, это изготовление мужской рабочей обуви, которое приняло широкое распространение не только у кумыков, но и других народов Дагестана. Это чарки. В отличие от чувяк, чарки шились из цельного куска кожи, сложенного вдвое без продольного шва на подошве. Зато со швом сверху и сзади чарки завязывались тонким ряжком из этой же кожи. Процесс обработки кожи был сложным, ими занимались мужчины. 7-10 дней кожу держали в специальных заквасках, приготовленных особым образом из просяной или ячменной муки в большом глиняном сосуде. Затем с кожи снимали шерсть при помощи железной косы или ножа. Мягчили кожу в полувлажном виде при помощи особой деревянной колотушки
или талкан таша. Такая кожа слона обувь, называемая гончарок. Обувь из сыромятной кожи. Сейчас нам изготовление чарков продемонстрирует один из наших сельчан, Касханов Телехачи, мастер и знаток многих ремесел. Siz ne çıkbüley? Bulanı etegenine kaydan öğrengensiz bulanı atababalardan gelgen adatlar mı bular? Dur, şuna bizde valideyen işi var edi, ulluk işi var. Şundan çarık ulgunu alıp tilep, sabançılarını kasmış söyledi. Alıp çarık ulgunu baliden barıp, salıp şurayı, bulgan tokalap ilengen göngen şurayı salıp şunu tartıp, şurayı hizeti biçedik. Şunu biçip, şuna çarıkları da etip çekip şurayı geçeyim ben. Şuraya geçip şunu da hadi sizin bundan geçip de işleyik dağı. Bu saat uçaklar. Sabancının kasması, arbası, koluna, ögüzü, ayağına çarığı, koluna lapatkası, şuraya bulan halklar da aldığınız sabancılar. Şu çarıklarını da şuraya etedik bari bizde. Biz de şuralardan öğrenip şuraya geçip şunu ülgüler etip biz de özümüzde biçtik, özümüzde diktik, şurayı da ettik. Halenini şunla şurayı biçken son hayda yine bizde geç şundan. Şundan aldın şundan başlayıp teşip şuraya beşip şundan talip tigeydi. Şuna da salayık da şunu biraz. Olmaz. Şundan şuraya sahip tigeydi şunu. Aldın şu çarıklarını tigagan zamanla şuraya yine tigagana da dedi. Şuraya üstünden aylandırıp tikmeyin. Şuraya yine tiga kaytar şundan. Şuraya tiga turup şuraya gelip arıon arılmagan bu. Tikkan zamanla. Burayı tikmeye etti bunu. Üstünden aylandırıp tigedi. Aylandırıp tigedi betin tigan zamanla. O çarık al hali. Öyle mi? Şunu betin şuraya yine tigedi şu çarıklarını. Ne gettiği şu yeri başka çalay tigile çarık. Şu yeri başka çalay tigine. Yerge bakka yani şular aşağı kalmaz. Arıklarından şuraya tigedi şuraya. Şurayı tigip etedikler çarıklarını aldıyakta. Çarıkları tigip şunu tigip etken çarıklarını içinde yemişak bulagan öyle koyan şuraya baylavları da bulan. Şuraya işte aldığın sabancılar. Мало время познакомиться с теми, для кого особенно дороги те вещи, которые мы видели в музеях, которые сохранили эти вещи для нас, чтобы мы ими любовались и дорожили таким прекрасным прошлым. Вы уже догадались, что речь идет о старожилах сел. Мы сегодня хотим вам рассказать о старожиле нашего села, о ветеране войны и труда Чонаеве Алииши. Чонаев Алииши родился в 1912 году в семье крестьянина Чоная. С ранних лет он остался без родителей, и все семейные заботы легли на его плечи. Чонаев Алииши до 1940 года работал в родном колхозе механизатором. Не успела встать на ноги его семья, как его призвали в 1940 году в ряды Красной армии. Война застала Чонаева Алииши в Ленинграде. Он участник при обороне блокадного Ленинграда. За героизм, проявленную при обороне блокадного Ленинграда, в 1943 году он награжден медалью за отвагу. За освобождение Кронштадта в 1944 году он награжден орденом Красной Звезды. В 1946 году он вернулся в родное село и с первых же дней мирной жизни начал работать завскладом. В 1953 году, окончив школу механизаторов, он начал работать бригадиром механизаторов, вплоть до пенсии. В 1984 году он участник туристической экспедиции по местам боев в Восточной Европе. Чонаеве Алииши война и тяжелый труд отняла здоровье. Возглавляя Совет ветеранов, он участник многих торжеств.
Чонаев Алииши воспитал 3 детей, имея 14 внуков и 13 правнуков. У нас ветеранов очень мало осталось. Мы их очень уважаем и стараемся помочь им во всем. Ата, qaysi qochaqlıq işinizge bergen edi sizge Kızıl Yıldız'ını? Ha? Qaysi qoçaqlıq işinizge bergen edi Ben sizge? Purama toplum için şu alasıklar şu. Şoğal gözle buralarına toplum için şoğal baktırıp şoğal urganına vergeliydi. Şunu vurup buzganına vergeliydi. Ata, Hayır. zat, Leningrad'da Davud'a sizge yaş örümlerine çık kömek etedi. Öyle Yaş örümler. ya senin ne çıkmamak için bakır bolaran da söylediler. Şolar nemleri koymayı gülmeye oranları uğraylarından Purama zorları sip hafif denetli gülme koymayı nemleri. Çünkü öyle söyledi. Bizim boy pırasımızda bir sip. Boy pıras. Bilgisayarlarımızda bir sip. Uçmuşlar sızları verdi. Ben sızı zavak üstüne problem yapıyorum. Radar üstü vazirde çıkıp sondan sonra korkusun çığırda boy pırabasta gelip yağmurdan güçlü verip Süley urmağa yarışmaya sıçtı. Sonra bir zamana da ben fikrime gelmedi. Ben nemizlere barılmanı korkusun çığırda ben partiye de girip sonra da develimin saldası bulup devasıp durdum. Bilim, hakkılık, sağlık, şular halka kömek etsen köyüne ulu şenliler olsun. Doktorlar olsun, halka kömek etsen köyüne. Şulara Allah sağlık versin. Halklarını arıp bir yüzem olsun. Ata, da ortakçılarınız bulan aralık yürütüyor musunuz? Kimler var? Davasakçılar var. Da. Yoldaşlarınız bulan. Yolu ayırırsanız. Var dolar. Сейчас конкурс «Старинный обряд». Все дальше и дальше отходят в прошлое наши интересные старинные обряды, такие как Алалай, Асимей. Давно не созывается и Булка, где молодые могли встречаться, объясниться в своих чувствах. В былые времена молодые девушки и парни очень редко могли видеться друг с другом. Им не разрешалось встречаться в открытую при всех. Влюбленные могли видеться только у родника, и то только издали, а подходить было нельзя. И на свадьбах. Но и здесь тоже многолюдно, так что объясниться, поговорить по душам опять было невозможно. И только Булка было единственным местом, где молодым предоставлялась определенная свобода. Девушки, сговорившись, приняв просьбу парней с целью сблизить влюбленных, устраивали Булка. Здесь они могли открыто признаться в любви, усмирить пыл своих горящих сердец и насладиться обществом, поговорить, пошутить. Как правило, хозяйка не участвовала в этом. И сейчас мы покажем, как все это происходило. Ne iş var kızım? Bak, bizge yakışılık. Ne işleyiz? Yün tutalım. Geldin mi kızım? He, hani sizge gelemen yettir Gelirsem Hüseyin, ben gelmesem gelme de gelmeysen bizge. Gel otur. He, anayimli bir eski yumurganı var. Şunu tüttürmek istiyor. Hey, gel kızlar da çakılıp bu çek. Ayşe Sultan'ı söyledi, batı son da bileyim. Anay, yumurganı söyleyiz. Nesi var, bir geçten tutup veririz. Ne yaxşıdır kızım? Vallahi ben hiç kavga sevmeydim. Bu sadar siz yüreğinize düşken sonra evmeyi tutmazsınız. Tek, Ali beri çavuşu etmeyi kavga etmeyi yetirsiniz. Aleyhisselam, ben kızlar çakıra varayım. Ek üç varmasa anaları verme diye vermeye kadar. Ne çiğitip de Ayşe gelen kuyetmek tabi.
Kızım gel hadi kızlar gelirse eleklerini yünlü onlara yıkar. Buyur bizge yaşlılık şamay başı. Gel sizge de gel. Gel olmazsız. Bu Kısa olmaz bu mı? temizli vaydana kar. Etek kar şamay başı. Sen hoşluğa barıp kal her senin ben onlarıman. Yere çık kızlara ağzıma zibe olur etmeye. Vallahi yaray. Şehri şu yünlü de kızlarını da sağa tapşırıp getirmeyin. Bağırsak olacak. Kavgalı çıkmaz. Allah bilsin bardak olacak. bacım Fatıma kızlar çakıra gitkin. Hazır Ay şuraya gülleri barızan onlar beleler yetişiyor mu olağa? Gelip kalmaz. Kapı ne çakır Alip sen? 15 marak kalimetim uydu. Biz geldik. Niye geldik? Bunlar çap hazır. Şöyle bacım biz ne çok turayı? Kalmaz alay. Bilmeyen demeyi söyleysiz. Aminat şehirde, Ayşat şehirde, Fürzanat şehirde, Maysarat şehirde. Ben misam ulan Pavlağa yok da oturup kalırım. Yününde tütek bir aromatik. Öyleyiz kızlar. Yünlü arayıp tutuğuz. Şamay bacım mekelli hatun. Ol yaptığı işini uşatmaz. İligi başla tolgan kızga. Savat da veririz. Şamay bacımını pişken kabağınla getiririz. Tek kızlar. Ulan Pavlar gelgin ne? Sıfatlarınızını şat, arıyıp, ilyaklı tutuğuz. Şulay yerde nasibin takmağı da bula kızlar. Hey, Amine, arkanız yok. Müfre işen sümete sümeymen. Sarılar aytayım ben sizge. Uya sen şöyle aytıkanı bilip hapasile çık olur. Aytar ayt. On hana al. Amine ayttimçi bu kız ile şeker gemirir. Ben aytayım olacak. Koy hari eşte hatice kalar. Aktına karayı. Aytayım hari Ayt yuvanay. Cennet nitede. Bu evlerde unutup da kalırız gari sarılarını. Yere yere. Cennet nitede gitsen. Yaşlayan gülü açar. Aruluğuna oşay. Dünyama gülü çatçar. Anlamama girgenle. Ayağım sürü meymun. İçimde otlar yana. Yalını görür meymun. İçimde otlar yana. Yalını görür meymun. Dağdan aytar. Aytar tutma. Yok bari kızlar var. Kızlar. Ten kavası var. Ulalar sana gelmeyin. Yaray mı kızlar? Bizge yaxşılık. Hayır Gelin size de. Hay türküler. Kızların iyisi bilip geldiniz bu gay. Otur Usali otur. Kızlar siz oturunuz. Şişe havalarda tizili kalmağız. Balga cığırga cibilleri yemeksiz karı. Şeribacığım, biz çiğvanma gelgenliyiz. Ne bala, yakkan can hayvançtı. Süydüm tayağına kale. Hayak değilsin seni başıma. Huu kızlar inan şu bizim. Bulkada da başımı tazda incitlemedi. Buna kızlar, buna siz etiniz gibi ular. Hadi asmayla. Aytkanin olsun. Canın cennette olsun. Ora kızlarını bizge cevap ver Evet, bilirsin. bu. Sultan başlar. Gibi oytu bilseniz pek yaxşı olur. Başlarlı sultan. Ey sen şu süydüm tayağını. Malum ha. Oy sudan arıyanda. Emdirey var ya sayar. Süydüm tayağı uğrayım aşat. Abayına sayar. Süydüm tayağı uğrayım aşat. Abayına sayar. Uğra tayağı amanat. Daha kızlar da aldı. He kızlar da var. He kızlar da var. Öyle gitseydiz. Kızlar, ben şu an cevap vereyim. Allah harbi. Süydüm Öyle tayak, kuyu tamam. de yok. Hani ben size aytayım onu. Süydüm tayak, süt ayak. Süygenime titayak. Süygenime titayak. Süygenime timesen. Otra düşüp uytayak. Vore tayak amanat. Hepsi bu. Ne zattır bu? Adaş süpermendi. Bileğenim yok, o seni uşatkandır. Bir aradan aşağı bir sarın sana bilmem akar. Ömrümde bir yıldan zaten turşu kuyuya. Çık. Valla. Neymiş çıkarıyorsun? Yanı başlayıp duraymış çıkar. Ulan çıkmayız. Ya çuğuz da hemen çıkmayı tamam. Yoldakiler aytmayma siz gayet tamam. Çıkmaya sarı bağım Çıkmayız sarı bağım sen çıkar va.
Çıkar sarılamsaz çıkarıyız. Ulala, toxtagı sali. Olar üstübüzge girgen zamanla biz çıkma tarıqbız. Ataları biz ürükken adatimiz bizim şulay. Tek kinçe kızlara bir iki sarılar aytıp geteyik gibi olar eti. Davay Ali. Başlayın. Çok kamal içinde. Allah için koyuğuz. Volkan şurayı bitkeni süymeyeyim mi gençlerim? Siz de kalığız. Onlar da girsin. Etiniz yivav. Ne musam şamayı bacını sizge. Asan tali ayrı kabağını getireyim. Etiniz yivav. Eteyik ulalar. Selamun aleyküm. Aleyküm. Sayın kimin doktoru? Otur Ali otur. Hiç yakışıklı. Ay gene götük. Oturuz kızlar, kop sağ olun. Oturuz Ali ulalar oturuz. Dali ulalar bir gelen yivan ayken. Davay Olay hayvan ayak. Day başlayalım. Başlayalım Sultan. Hayda şu tayak. Mali mali. Süsüye gelirken canına yaramasın. Bizden ayrı cahilge gözümüz karamasın. Bizden ayrı cahilge gözümüz karamasın. Erol. Hop. Komanday gözledik, şerbetli sözledik. Sizden ayrı cahilini görmesin gözlerimiz. Sizden ayrı cahilini görmesin gözlerimiz. Vay tosum aşağı. Hayır sadir. Ağaçlı ayrıldılar. Sözge yalgan olmaz. Biz Armiyaga gitsek, erge geçtik kalmaz. Biz Armiyaga gitsek, erge geçtik. Sağlığı Sadrettin. Yaşa kalasa. Ne siktir yaşın? Var bazen yaş. Otur Ali sadir otur. Artık oynaşmasın, sözü yalgan olmasın. Sizden ayrı kişini yaşava saylamazsın. Sizden ayrı kişini yaşava saylamazsın. Hadi Osmanlı. Sağ olun. Tamam sen yapın. Davay Salih. Kızların sağlığından şunu nasıl bir koyar? Hop. Yaşa kalasa Sultan Paşa. Прежде чем вы увидите самый последний сегодняшний конкурс, мне хочется поделиться с вами одним нашим наблюдением. Вот в течение 5 почти лет у нас существует на телевидении цикл «Истоки». Более 80 сел принимали участие уже в этом турнире своеобразном. И что нас удивляет? Мы при подготовке этих конкурсов не перестаем восхищаться и удивляться кладезю народной мудрости. Вот всегда, в каждый раз мы находим что-то новое, чем хотели бы поделиться с вами ребята и взрослые из этих сел. Вот сейчас, например, мы вам предложим старинный танец. Ну, кажется, что может быть интересного в танце, особенного, нового? И однако там тоже есть старинные черточки, о которых ребята вам сегодня поведают. Посмотрите внимательнее. Нашим сельчанам известно, что в старину начало каждой свадьбы было особенное. Такой особенности нет у других кумыкских сел. В нашем селении право начинать свадьбу имел самый близкий человек жениха – брат, сестра, старшая сноха. Если жених без сестры, то тетя, двоюродные сестры. Танцевали со снятыми головными уборами. Сначала снимала платок женщина, затем снимал папаху мужчина. Снятие платка женщиной означало да будет мир в этом доме. В знак уважения к женщине и хозяевам свадьбы и мужчина танцевали с папахой на руках. Продолжали танец все родственники в порядке очередности. И в настоящее время на свадьбах встречаются люди старшего поколения, продолжающие этот обычай. Ayga bakkan terezi, yıldızga karşı bolsun, yıldızga karşı bolsun.
Bugün toyunu başladık. Saati yaxşı bolsun, saati yaxşı bolsun. Xars, xars. Прежде чем передать слово нашим комментаторам, я хочу, чтобы вы увидели тех, кто вместе с ребятами готовил конкурсы, кто болел за ребят, кто вложил очень много сил. Это, конечно, учителя. Здесь представлена группа учителей Улубияульской средней школы, которые приняли самое активное участие при подготовке передачи «Истоки». Директор нашей школы Мирзаев Газмирза Мирханович. Рядом со мной сидят учителя нашей школы. Мирзахана Будуш Гаджабдулаевич, руководитель кружка «Истоки» нашей школы, председатель родительского комитета нашей школы Атаева Умукусион. Рядом со мной учителя Вагидова Гульханат, которая оказала самую большую помощь в организации проведения старинного обряда. Она учительница русского языка и литературы. Рядом с ней сидят учительница биологии Умаева Муминат. А рядом со мной зауч нашей школы, организатор, вдохновитель нашего дела Ибашева Гульнашат Зяутиновна. А за мной сидит директор детского дома творчества нашего района. Ну, конечно же, ваш слуга, организатор этой школы Умаев Касым Умаевич. А сейчас я прощаюсь с вами и передаю слово нашим комментаторам. Ну что, я думаю, что не ошибся, когда меня позвонил Шарафетдин с просьбой приехать сюда к вам, чтобы будет «Исток» посмотреть. Я многократно смотрел и всегда радовался, что действительно то, что у нас уходит, традиции наши, былое, оно, в общем-то, уходит действительно. Пока спасаете вы, мне кажется, вот это то, что мы теряем. Теряем почему? Потому что многие наши старики уходят, а молодежь вообще не интересуется многие тем, что там раньше было. Вот эти игры, это булка, так называемые, танцы разнообразные, они сейчас не делаются вообще. Вы не найдете сейчас, если в ауле будете, вы не найдете.
Вот то, что вы делаете, это большое дело. Это будет большая память для будущего поколения нашей. Поэтому вот когда начали показывать первый Улубия-аул, ну, меня поразило знание этих людей своей истории, истоки. Именно с этого начинается все. Вот действительно рядом с этим аулом, Улубия-аулом, находится где километров 3 северо-юго-востоке Урцики, разрушенный город. И этот город был разрушен арабами, действительно, в 713 году. Есть легенда, вот об этой легенде они что-то не сказали, что после того, как аул был разрушен, оттуда они переселились, оставшиеся час, и создали современный аул. Причем так получается, что где-то 1300 лет уже этому аулу, как люди там живут в этом ауле, Улубия-ауле. Поэтому вот, исторический час. Потом очень интересный эпизод о том, что Петр I приехал. Вот смотри, они говорят, они раньше, говорят, делали эту ткань. Вот такой эпизод был один, девушка-гид рассказывал. Кстати, гид очень хорошая очень девочка, прекрасный да. вот гид у них. А вот там, когда Петр I в 1722 году, как раз сегодня у нас 14, да, 15, 16 августа 1722 года Петр I ночевал у Улубия-аула со своей женой Екатериной. И на другой день утром он в своем полевом дневнике отмечает: я впервые узрел здесь, увидел, значит, как растет бумага хлопчата. То есть он видит, здесь, оказывается, улубияулцы выращивали хлопок. Вот недаром вот эти девушки говорят, раньше наши, они делали вот это самое. Потом посмотри, вот чарык как готовит. Это изготовление чарыков. Это вообще забытые. Да. Это великолепная эта сцена. Вот этот старик глубокий показывал, как это делает, показывает, как шьют. Дети, в общем, с удовольствием принимали участие. Поэтому вот эта сцена, исторический час, именно час, фольклорный час, вот скажем, бытовой, они удивительно хорошо поставлены этого аула. Я считаю, что вы делаете огромное дело, сохраняя, еще раз я повторяю вот, то, что у нас есть и были. Вот когда девушка там, они баюкали, там сидели эти девушки, считалочки, и рассказывала там, да, я такая, просто я так сидел, мысленно думал, нас тоже убаюкивали. Вот убаюкивали, я чуть я не засыпал, вот, когда такие делали. Так что это прекрасно. Я честно вам повторяю, конечно, все очень хорошие. Вот я повторяю, уже 5 лет проводите это самое, снимаете? Более 5 лет. Более 5 лет, но мне очень больше тронуло вот этой части. Мне бы очень хотелось отметить здесь так называемую хануму в селении Бажу, да, в селении Улубия-аул. Это Булка, да, имеете в виду? В Булке, да. Это мы, насколько поняли, она даже не является учительницей, а председатель родительского комитета, то есть родительница. И думаю, что вот ее артистичность, ее заинтересованность, ее удивительная какая-то доброта, с которой она работает с ребятами, очень помогают и школе, и учителям. И, конечно, прежде всего помогают детям, когда рядом за каждым ребенком, вот если бы стоял такой взрослый, то ребенку в этом мире было бы намного легче и интереснее жить. И вот, кстати говоря, об обрядах, конечно, всякий раз, когда мы работаем с истоками, отсматриваем тот или иной материал, не перестаешь удивляться тому, как много нового дает эта программа. Вот, допустим, для меня сегодня было совершенно невероятным открытием вот этот обряд со снятием платка и головного убора, шапки, папахи, казалось бы, мужчины должны быть в папахе, а здесь именно открытие головы, вот я обязан держать в руках кепку или папаху, должен держать в руках и танцевать. Я думаю, что вообще история нам дает настолько много удивительных, совершенно чистых по своей сути и высоких по замыслу обрядов и обычаев, что если бы нам сегодня в суете нашей удавалось эти обряды сохранять, то, может быть, не возникало бы массы тех неприятностей и тех сложностей, которые сегодня у нас возникают. Дорогие взрослые, обратите внимание, что наши дети в чем-то мудрее нас. Да. Если сегодня они нам напоминают о тех лучших традициях, которые были в нашем народе, у нашего народа, в нашем Дагестане, может быть, есть смысл прислушаться к нашим детям. Я еще хотел бы, Наталья Курбановна, от всей души поблагодарить нашу съемочную группу. Во-первых, Людмила Леонидовна и Светлану Георгиевну.
Они сделали великолепный подарок для и гелинцев, и для И улубьяовцев. вообще для Дагестана. Для Дагестана. Потому что мы сегодня новыми глазами увидели совершенно прекрасные традиции, существующие. При наших отсутствующих ресурсах они смогли за короткое время, практически они за один день сняли оба так называемых фильма. Это большой подарок. Вот я как раз говорил, есть у нас друг, вот директор Улуб-Аула, Баутин как-то встретился со мной и говорил, что он хочет создать какой-то фильм или что-то такое о своем подарить населении. всем передовикам производства. Поэтому я думаю, что вот то, что вы сняли, вот надо будет как-то и вашим тоже пойти снова с ним поговорить, сделать какую-то помощь, он тоже вам окажет. И сделать действительно, вот, включая именно вот это игры, так называемые, и создать фильм об этом прекрасном ауле. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго.